Эти девочки две у нас, они до недавнего времени вообще были лежачими. Сегодня они не просто выходят в социум, но и умеют налаживать контакты с другими людьми. В этом им помогают коммуникативные карточки. Азаля, покажи, а где с нами девочка здоровается? Умничка, девочка тоже нам говорит «Здравствуйте». Для детей с проблемами речи такие карточки просто незаменимы, ведь им зачастую сложно объяснить окружающим, чего же они хотят. Они благодаря этим карточкам могут озвучить свои потребности, показать, в чем они нуждаются. Что ты хочешь? Покажи. Молодец. Пока в проекте участвуют 20 детей. Все они с тяжелыми нарушениями развития речи. Это и аутизм, и ДЦП. Для нас важным с тем, чтобы по выходу из этого учреждения все-таки дети могли самостоятельно жить. Потому что мы говорим сегодня о сопровождаемом проживании. Это та задача, которая обозначена в национальном проекте. Все это стало возможно благодаря проекту «Я говорю». Дербышкинский интернат выиграл специальный грант. В интернате Витю называют местным фотографом. Сегодня в его объективе сам министр. Признается, их еще он не фотографировал. Фотографирует все везде. Детей, природу, различные мероприятия. Фотограф-репортер, 2 место в Олимпиксе. Здорово. Победитель республиканского конкурса по профмастерству сейчас готовится к международному чемпионату. В будущей жизни я буду учиться на эту должность. Фотограф или актер. А Эльмиру одноклассники называют артисткой, обожают поэзию советской эпохи и произведения Александра Фадеева. Да разве есть другой народ на свете, у кого душа такая хорошая? Кто столько вынести может? Участвовала в конкурсе чтецов и получила диплом за волю к победе. Продолжайте продуктивно также работать. Зарина Ахметова, Рамзеля Гафиатуллина, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.